Национальный музей в эти дни принимает уникальную выставку итальянских картин 17-19 веков. Главные экспонаты прибыли в Сыктывкар спецрейсом. Гравюра всегда ценилась как искусство, доставляющее пищу уму и зрению. Именно поэтому граф Шереметьев, владелец и создатель Дворца театра в подмосковном Останкино, приказал устроить в одном из парадных залов гравюрную. 50 из его коллекции можно увидеть, не выезжая в Москву. В рамках того, что сейчас, во-первых, проходит обменный год культуры и туризма между Россией и Италией, сейчас очень сильно активизировались связи. Все, которые существовали, они теперь происходят наиболее активно в этом году. И российские регионы представляют свою культуру в Италии. И Италия, как вы видите, сегодня представлена в Сыктывкаре. Кстати, представленные в Национальном музее гравюры можно использовать в качестве путеводителя, ведь на них изображены самые знаменитые места Рима, Флоренции и Венеции. Однако не только в этом их ценность. Хотя гравюра – это тиражная графика, и вообще-то с каждой доски не одна сотня печаталось листов. Но дело в том, что все эти вещи очень старые. Здесь самая молодая гравюра 1822 года. Все. Дальше искусство гравюры само по себе умирает. Ему на смену приходят фотографии, литографии там, и так далее, все эти техники. Вот. А самый старый лист датируется 1670-ми годами. Представьте себе, сколько лет ему. Для того, чтобы хрупкий материал хранился как можно дольше, некоторые работы не показывались публике за последние 100 лет ни разу. Только у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность увидеть их впервые за прошедший век.